Напомним, что за воссоединение с Россией год назад на референдуме в Крыму проголосовали 96% жителей. Наш корреспондент отправился в Крым, чтобы своими глазами увидеть и узнать, каким был этот год для полуострова и его жителей. Тогда, год назад, это казалось невероятным. На фоне непростых событий в Киеве проходили митинги в Севастополе и Симферополе. Крым выразил желание вернуться на историческую родину. Почти все население полуострова выступило на референдуме за воссоединение с Россией. Как отметил еще год тому назад президент страны Владимир Путин, крымчане были последовательны и настойчивы в своей инициативе. Все было бы то же самое, что сейчас происходит на востоке и юге Украины. Было бы все то же самое, может быть, еще и наверняка еще хуже. Поэтому это лишний раз подтверждает, что мы сделали все правильно и своевременно. Через 2 суток после референдума Крым официально вошел в состав России. Этот факт был восторженно встречен не только жителями полуострова, но и всей страной. Появилось новое слово «Крым наш», значительно более сложное и многозначное, чем может показаться на первый взгляд. Ведь это не только изменение географии страны, но и сознание, привычек, валюты и образа жизни. Вроде все то же самое, но совсем другое. Это огромный вал работы, которая сделана, делается и еще предстоит. 2 миллиона человек одновременно учатся жить по-другому. Повысили пенсии пенсионерам, бюджетникам. Но это что быстро. Дальше медицина. Привезли оборудование медицинское. Начали ремонтировать дороги. Транспорт подвезли. За все это время, когда Крым находился в составе Украины, Украина ничего не вкладывала, только вынимала. Сюда народ поедет. Откроются предприятия, будет занятость рабочих мест, стабилизируется зарплата. Это дело будущего, дело времени. Просто не вижу никаких проблем, потому что денег стали давать больше. Я, к счастью, в свои 63 года. Рост зарплат и пенсий, бесплатная медицина, новое оборудование для лечения и обследований, двойные льготы. Первый год воссоединения с Россией внес немало позитивных изменений в повседневную жизнь крымчан. Как отмечают жители полуострова, во времена Украины о таких улучшениях им приходилось только мечтать. Но главным преимуществом для большинства жителей Крыма в составе России, по их же словам, стало чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Если бы Крым не присоединился к России, то те войны, которые происходят в данный момент в Дебальцево, на Луганске, Донецке, эта война перешла бы к нам. Здесь не надо быть каким-то гуру, я не знаю, там, видеть будущее. Это факт. Россия просто нас своим крепким железным крылом закрыла. Самое главное, по сравнению с ценами, обстановкой, с рабочими местами, что в Крыму не было войны, что никто не пострадал, что все живы, здоровы, что все работают, у всех есть семьи. Это, я считаю, самое главное сейчас. 16 марта на центральной площади Симферополя оживает история Крымской весны. В этот день многие жители полуострова спустя ровно год вновь пришли сюда, чтобы заново пережить те чувства радости от возвращения на родину. Я сама родилась в Севастополе. Отец мой защищал Севастополь на торпедных катерах. Это наш русский город, и мы очень рады. Все крымчане, они объединились под одной гражданской позицией. Это отстоять мирный русский Крым, многонациональный Крым. Я, например, у меня вообще была украинская прописка, да, но я сделал сознательный выбор в пользу того, чтобы жить в Крыму и жить в России. Потому что я русский, я себя считаю русским. Там же в Симферополе прошел забег, который также приурочили к знаменательной дате. Участие приняли 1500 жителей. Это рекорд для столицы Крыма. Забег, посвященный Крымской весне, планируют сделать традиционным.
Прошел ровно год, как Крым живет по московскому времени и расчеты ведет в рублях. За год выдано более 2 миллионов паспортов. С начала этого года для крымчан медицина действительно стала бесплатной. Несомненно, 18 марта – событие, уже вошедшее в новейшую историю России, праздник для всей страны. Но особенно для двух ее новых субъектов, которые ждали этого долгих 23 года. Здесь учиться по российским программам, лечить по российским стандартам, служить под российским флагом. Но уже научились думать и жить по-российски. Впрочем, как и всегда. Влад Давыдов, Егор Максимов, НВК «Саха», Якутск.